Россия– родная земля для 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сумевших в суровых условиях сохранить уникальную культуру и традиции, в основе которых лежит гармония природы и человека. Наши малочисленные народы, благодаря верности традициям предков, сберегли свое историческое и культурное наследие. Мудрость наших народов, основанная на трепетном и вдумчивом отношении к природе, почитании предков и традиционных ценностей, уважении к человеку, душевном равновесии и гармонии – наше общее достояние, которое мы должны передать нашим детям и внукам, сохраняя преемственность поколений. Отдавая дань благодарности этим вековым ценностям, учрежден праздник 30 апреля – День коренных малочисленных народов Российской Федерации. В целях сохранения традиционных образов жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации указом президента России Владимира Путина установлен День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Уоча севеки бу хуталли синеве хуталли оран укун мидин улиджере тарджарин эрегер мутве анидяка Тарджарин эрегер мутнюн бигел. А я верил витегелви. Сунаве омакта праздник ва бу меван дукби. А я вакутува эечем согора. А я тхавалджана. А я мат биджекелло. А я вакутува эечем. Омакта! Праздники! Север дышит в тишине ночной, сердце слышит голос вековой. Глубокий вдох, туман седой, гордый выдох иней золотой. Звезды шепчут, ветер ждет, танец нас с собой ведет. Души он объединит, тайну севера сохранит.
Добрый вечер, уважаемые участники и гости торжественного собрания общественности. Мы рады приветствовать вас в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольге Валерьевне Балапкиной. Добрый вечер, уважаемые участники торжественного собрания. Для того, чтобы ценить жизнь, нужно быть такими сильными, как вы, такими жизнерадостными, как вы, такими людьми, которые живут ради того, чтобы сохранять свой традиционный уклад предков, для того, чтобы переносить этот уклад своему будущему поколению. Мы, живущие на территории Республики Саха-Якутия, смотрим на вас и думаем, это же надо так уметь любить свой язык, свой этнос, свой народ, для того, чтобы его сохранять. И поэтому органы государственной власти и органы местного самоуправления делают все для того, чтобы вы получали соответствующую государственную поддержку. Законодательным собранием ЛТУМЭН, как представлена в законодательном собрании ЛТУМЭН, прекрасная дочь, тоже инкийского народа, Елена Христофоровна Голомарева. То, как она иногда отстаивает права коренных малочисленных народов Севера, тоже вызывает зависть. Так умеет только она, четко, последовательно, идти туда, где нет никаких ограничений, но добиваться, чтобы прежде всего сохранять свой народ. В правительстве существует также целое министерство, которое занимается не только Арктикой, но и проблематикой коренных малочисленных народов. В нем также представлен Михаил Погадаев, который также рьяно умеет и знает все особенности олинного образа жизни, знает, как правильно построить быт, диалог. Прекрасный представитель интеллигенции коренных малочисленных народов Севера, так же, как и грамотный, умный, непосредственно Константин Робот, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера. И сегодня они делают политику и пользуются огромным уважением. И мы с ними сверяем те чаяния, которые есть у вас. С праздником! Ольга Валерьевна вручила благодарственные письма правительства Республики Саха-Якутия за вклад в устойчивое развитие коренных малочисленных народов, сохранение и развитие родного языка и традиционной культуры. Заместитель председателя Государственного собрания ИЛТУМЭН Республики Саха-Якутия Александр Подголов отметил особую важность и значимость этого дня. И я считаю, что такой праздник надо было сделать давно, потому что, по большому счету, люди сейчас, которые проживают на этой территории, по большому счету, должны этим народам. И свои долги и свое уважение к культуре только сейчас стали по-настоящему доходить до представителей других народов и то уважение, которое они должны отдавать. Поэтому я уверен, что со временем этот праздник будет набирать обороты, что он будет гораздо шире праздноваться, интереснее, будут какие-то еще и конкурсы, и какие-то викторины, и какие-то акции будут посвящены этому дню, потому что они просто необходимы
потому что взаимопроникновение культур, оно просто необходимо. Отсюда уважение возникает у народов друг к другу. Надо выкинуть эти дурацкие слова, толерантность, которые терпение какое-то там обозначает, а именно уважение и любовь к культуре друг к другу. Поэтому я вас искренне поздравляю с этим праздником, желаю вам мира, добра и любви. И разрешите от Государственного собрания Ил-Тумен Республики и от себя лично еще раз поздравить вас с этим замечательным днем. Председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Елена Христофоровна Голомарева от всей души поздравила всех присутствующих с Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации, отметив системную и плодотворную работу, и вручила благодарственные письма комитета сородичам. Это для нас большая радость. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, который этот вопрос отстаивал, направлял несколько раз. Ну и, конечно, мы очень благодарны нашему земляку Трофимову Ивану Михайловичу, родом из Усть-Майского района. Он долго-долго работал плодотворно с президентом ассоциации Григорием Петровичем Летковым. И ассоциация наша очень сильная. Она со всех концов нашей страны собираются лидеры и поднимают вот такие вопросы. Мы не ожидали, и это была действительно большая радость. Вот здесь сидящие это люди, которые своим в течение вот этих лет были вместе с нами, большой командой. Мы показывали и культуру, и как мы пытаемся на своем уровне муниципальном решать какие-то проблемы. Сила наша в том, что мы действительно, как Ольга Балавкина сказала, в том, что мы берем эту мудрость земную, именно с тех людей, которые всегда в движении. Всегда в движении. С праздником, друзья! Это наш праздник. День коренных малочисленных народов России. 30 апреля мы также отмечаем день рождения выдающегося юкагирского поэта, прозаика, ученого-лингвиста, доктора филологических наук Курилова Гаврила Николаевича Улуруадо, великого сына Алёринской тундры. Вниманию зрителей был представлен театрализованный сюжет «Далеко-далеко вьется дымка очага», подготовленный Государственным театром коренных малочисленных народов Севера совместно с Ассоциацией юкагиров Республики Саха-Якутия. Отчий дом, мой тордох деревянноногий, продымленную замшу оленью одет, из кони кочевал по холмам с дороги, древней тундре моей много зим, много лет. Отчий дом, мой тордох деревянноногий, слава Богу, и ныне еще на ногах. Ходит, как мудрец по холмам без дороги, ищет истину, прячущуюся в потьмах. Лукунди пелачылын, вадун гөден демлен, Нонда чилюк мотине, мепугочинотине. Митяхте пемерельни, митлачил вальерельни, агаре агичалайни, камурпед Иисусани. Манурваду яхтаган, Урдени яхтаган, лукулбур альечиган,
Vadun görceme çıgan. Ma, warpe, wakagainuli! Сватать невесту – важное дело. В путь, отрядив старейшину рода, ждали, что скажет, когда вернется. Посланный был облачен в одежды, что лишь на празднике одевают. Ехал тихо, приехал быстро. Белых оленей своих у входа он привязал, как велит обычай. После вошел не спеша в жилище и поклонился трижды у входа всем, кто там был. И потом лишь начал речь: «Я привез от соседей ваших Илигил и ожидал ответа, стоя все там же, где стоял. Свату сказали: садись, почтенный». То означало, что мы не против, чтобы ваш юноша стал нам зятем. Посланный сел и еды отведал вместе с хозяином и хозяйкой. Долго беседовал и уехал, очень довольный исходом дела. Время приспело свадьбу играть. Mali, nitlay bo tung chayalaga, mokon nete, kochek tityo, edil, явно рамоган, титyo, йобран, явно рнястить, уган, мала. Амут меленик. Мало! Ты пришла, и дым костра черной стаей воронья вылетает из шатра, милая моя. Ты пришла, и с этих пор белой птичкою заря прилетает мой шатер, милая моя. Ты пришла ко мне, любя, поднесла к огню ладонь, и в ладонях у тебя греется огонь. Ждут олени на холме, кличут, мечутся трубя, даже им пришлось ко мне ревновать тебя. Мали, мали, Митлаева, Митлаева, Каннини, Каннини, Амога, Амога, Стати Чаран, Хохога Ноэле, Имиде Ноэле, Лакога Ноэле, Имиде Ноэле, Мала Мала Ваддуничи, Андарила Манура, Матула Пандура, Мали, Мали, Лакога Ноэле,
Родной язык, ты как птичка-амулет, что вешает у нас над колыбелью. Ты наших предков песенный привет, ты для души и радость, и веселье. Над нашей тундрой начали летать твои неповторимые глаголы. Когда вокруг живым холмам под стать еще бродили мамонты холголы. Ты живешь, светясь, как в свете солнца капля дождевая. Как старь любая муть и грязь сторонится тебе, не приставая. Ты чист, как речь ребенка, ты не лжи. Светла твоя глубинная основа. Пусть, может быть, не очень и велик запасник твой, арсенал словесный. Ты мне мил, владульский наш язык, отцовский, материнский, добрый, честный. День коренных малочисленных народов Российской Федерации был учрежден с целью сохранения традиционного образа жизни и культуры коренных народов. И в этот день с большим успехом прошел второй республиканский молодежный фестиваль-конкурс песен на языках коренных малочисленных народов Севера «Мяван и Келни». «Песни сердца» памяти эвенского самобытного автора-исполнителя Николая Ефимова, участника специальной военной операции. В следующем выпуске нашей программы смотрите репортаж с фестиваля конкурса «Мяван и Келни». До следующей встречи. Аймакань. В целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации указом президента России Владимира Путина установлен День коренных малочисленных народов Российской Федерации.